Правительство Восточного Туркестана в изгнании призвало Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций и ее государства-члены принять немедленные и решительные меры, чтобы остановить продолжающийся геноцид Китаем уйгуров, казахов, кыргызов и других тюркских народов. Продолжающийся геноцид Китая в Восточном Туркестане, возможно, является самым неотложным гуманитарным кризисом нашего времени. Оглушительное молчание и парализующее бездействие международного сообщества – это не только предательство уйгуров и других тюркских народов, но и крах нашей общей человеческой совести. В пресс-релизе, выпущенном Гуламом Ягмой, председателем правительства Восточного Туркестана в изгнании, говорится: с 2014 года продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Восточном Туркестане обострились, включая массовое заключение в тюрьму более 3 миллионов уйгуров и других тюркских народов на архипелаге концентрационных лагерей, тюрем и лагерей рабского труда. Китайский режим, систематически совершающий геноцид против мусульманской уйгурской общины, также приступил к насильственному сносу 800-летнего исторического памятника Шигуаньской мечети в Лянчжоу. В рамках политики китаизации ислама историческая мечеть Шигуань в Лянчжоу, как сообщается, будет уничтожена и лишена своих отличительных исламских черт, а ее внешний вид будет переделан в стилистике китайских храмов. Согласно информации, предоставленной вчера «Голосом Америки», несмотря на то, что мечеть Шигуань является культовой мечетью, символизирующей дружбу между Китаем и арабским миром, власти ускорили работы по сносу мечети. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что начато расследование по субсидиям на электромобили, импортируемые из Китая в страны ЕС. Фон дер Ляйен выступила с речью под названием «Положение в стране» на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. По словам фон дер Ляйен, недобросовестная торговая практика Китая негативно повлияла на европейский сектор солнечной энергетики. В прошлом многие предприятия в Европе потеряли заказы из-за китайских конкурентов, которые в значительной степени субсидируются. Не так давно министр иностранных дел Китая Цинь Ган исчез без объяснения причин, после чего был отправлен в отставку в июле. Правительство Соединенных Штатов считает, что министр обороны Китая Ли Шанфу находится под следствием администрации Пекина и что министр был снят со своего поста. Вскоре после того, как был опубликован отчет Financial Times со ссылкой на американских официальных лиц, посол США в Японии Рам Эммануэль прокомментировал в своем аккаунте в социальной сети, что Ли Шанфу не видели и не слышали в течение 3 недель и что министр может находиться под домашним арестом. Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар сообщил, что в переговорах с Китаем по 3-й атомной электростанции Турции достигнут значительный прогресс и что соглашение может быть заключено в ближайшие месяцы. Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, встретившиеся в России впервые более чем за 4 года, подарили друг другу винтовки. Сообщается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина в свою страну на саммите, состоявшемся вчера, и Путин принял приглашение.